Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш курс лекций. Сегодня наша тема звучит как «Футуристы и Урал. Творческие личные связи». Мы поговорим о таких деятелях искусства визуального и литературы, как Бурлюк, Маяковский, Пастернак и многие другие. Лекцию читает Мария Кучумова. Мария Кучумова кандидат филологических наук, преподаватель филологического факультета Башкирского государственного университета. И специализируется Мария на русской литературе 20-21 века. И основной интерес ее сосредоточен на автобиографическом мифе поэтов и писателей. Вот, Мария, вам слово. Надеюсь, все правильно я сказал. Да, спасибо, Шамиль. Все правильно. Дорогие участники, по возможности, если это сильно вас не смутит, включите, пожалуйста, камеры, чтобы наш диалог принял какой-то такой более естественный ход. Сегодня не случайно у нас в тему вынесены футуристы и Урал. И вот здесь, конечно, важно сразу сказать, что нет. Как в том анекдоте, Урал родиной слонов не был, Урал не был центром футуризма, но, тем не менее, футуристы на Урале проявлялись. У Урала были родственные связи, были творческие связи с футуризмом, и, на мой взгляд, такой ракурс позволит нам так по-соседски взглянуть на футуризм и с этой близкой дистанции, возможно, внутренне приблизиться к этому очень интересному авангардному направлению. Для начала, конечно, очень важно убедиться, что мы с вами футуризм понимаем в одном ключе. Поэтому такой небольшой экскурс. Все мы помним, что футуризм как направление получил свое название от латинского слова «футурум» – «будущее». И в целом это направление в искусстве, которое обращено к будущему, которое пронизано ощущением грядущего переворота в жизни, которое приветствует крах старой жизни, которое отрицает старую культуру, отрицает преемственность, то есть идет по пути революции, а не эволюции, и которое очень уважает урбанистические темы, пропагандирует культ прогресса и так далее. И вот когда мы говорим об основах русского футуризма, мы очень привыкли возводить русский футуризм к итальянскому футуризму, к работе Филиппо Томмазо Маринетти, но это не совсем верно, потому что у русского футуризма были, конечно, и свои предпосылки. Здесь важно помнить о старших символистах, о их жизнетворчестве, об их стратегии поведения и о том, что старшие символисты, несмотря на то, что футуризм во многом рождается как противопоставление символизму, они ведь когда-то тоже были новаторами, они ведь когда-то тоже эпатировали публику. Здесь достаточно вспомнить стихотворение отца русского символизма Валерия Брюсова, знаменитое одностишее «О, закрой свои бледные ноги». Вот по тем временам это было очень вызывающее стихотворение. Публика, конечно, ждала продолжения, продолжения не было, поэтому придумывались различные концовки вроде «а то замерзнешь», «а то простудишься» и так далее. Или Константин Бальмонт заявляет «я изысканность русской медлительной речи». Или Игорь Северянин говорит «я гений», Игорь Северянин. И вот это ячество, яконье – это то, что тоже впоследствии будет свойственно футуризму. Ну и, конечно, русский футуризм объединяет в себе литературное творчество, художественное творчество, отчасти даже музыкальное творчество, потому что футуризм, как и в целом культура Серебряного века, во многом стремился к синтезу искусств. И здесь мы можем вспомнить, например, работы Малевича, которые, конечно, оказывают влияние и на литературный футуризм, в том числе один из этапов творчества Малевича – кубофутуристический. И стоит сразу отметить, что русский футуризм очень-очень неоднороден. Что объединяет всех футуристов? Новая роль поэта,
новая роль поэта, разрушителя и творца, но при этом важно понимать, что футуризм – это ни в коем случае не творческий метод. Это, наверное, вернее сказать, отрицание творческого метода. Футуризм – это своеобразная стратегия поведения, которая подразумевает разрыв с прошлым, эпатаж, введение нового языка, отчасти даже новой грамматики, поиск новых форм взаимодействия с читателем или слушателем, веру в прогресс. И также важно отметить, что в целом в мире о футуризме обычно судили по манифестам, а не по творческим продуктам. То есть теория футуризма, как правило, опережала практику. И вот здесь мне кажется, что в русском литературном футуризме все-таки достигнут некий баланс. И говоря о неоднородности, важно, конечно, подчеркнуть, какие же у нас были футуристические группы. Всего их выделяется 4 очень разной степени значимости, очень разной степени влияния на дальнейшую культуру, на дальнейшее искусство. Самая известная группа футуристическая – это группа Гелея, группа кубофутуристов. И вот сейчас я говорю футуризм, вы сразу вспоминаете какие-то имена, и я могу сказать, что почти наверняка все это будут представители группы Гелея. Это Владимир Маяковский, это Давид Бурлюк, это Велимир Хлебников, это Алексей Крученых, это Елена Гуро, это Василий Каменский. Все они относятся к группе Гелея. Группа названа по издательству, которое Гелей покровительствовала. Также мы можем сказать об эго-футуристах, но эта группа просуществовала очень недолго, сформировалась вокруг Игоря Северянина, и эго-футуризм был, наверное, этапом поиска символистов, которые разочаровались в символизме, попытались найти другую дорогу и поняли, что футуризм тоже не их путь. Дальше у нас была такая группа, как мезонин поэзии, наименее значимая группа футуристическая. И, наконец, центрифуга. Это из всех футуристических образований такое крайне правое. Они больше всего тяготели к традиционной поэтике, к поэтике символизма и меньше всего были футуристами в чистом виде. Начнем с самой известной, самой популярной группы Гелея. И вот здесь, конечно, очень важно поговорить о человеке, которого вы сейчас видите на экране. Это Давид Давидович Бурлюк. Стоит сразу обратить внимание на то, что и художники творчество Бурлюка оценивали не всегда высоко, и поэты литературное творчество уже Давида Бурлюка оценивали не всегда высоко, но тем не менее его называют отцом русского футуризма. Почему? Потому что он выступил, наверное, как главный организатор. И сейчас у нас есть такое прекрасное слово, как продюсер. Вот, наверное, собственно, им Давид Давидович Бурлюк и был. У него был прекрасный талант разглядеть тех, кто впоследствии станет популярным. В училище живописи, ваяния и зодчества в Московском он знакомится с Владимиром Владимировичем Маяковским. Маяковский на тот момент абсолютно уверен, что он художник. Но однажды Маяковский читает Бурлюку. Мария, по-моему, подвисла, да? Ой-ой-ой-ой, катастрофа. Сейчас меня слышно? Сейчас слышно. Да, сейчас слышно, прошу прощения. Хорошо, хорошо. Так, мы остановились на том, что Бурлюк разглядел литературный талант Владимира Маяковского. Он выплачивал ему ежедневно по 50 копеек. Это деньги, которые позволяли Маяковскому существовать и не думать о подработке, а заниматься литературным творчеством. Правда, потом, когда Давид Бурлюк уже окажется в эмиграции, он прочтет воспоминания Маяковского об этом периоде и очень возмутится. Он скажет, какие 50 копеек, не меньше рубля. И вспомнит, что и Хлебникову он также давал денег на существование, и вспомнит носки, которые он дарил Хлебникову.
И именно Давид Бурлюк первым опубликует Маяковского, первым опубликует Каменского и первым опубликует Велимира Хлебникова. Но вот первой такой попыткой продвинуть футуризм будет... Переключите, пожалуйста, Шамиль, на следующий слайд. Спасибо. Будет сборник «Садок судей». Посмотрите, как он интересно оформлен. Он напечатан на обоях по одной версии в целях экономии, по другой версии в целях эпатажа. И очень мне нравится эта цитата: «Под обоями у вас клопы да тараканы водились, поживут теперь на них молодые, юные, бодрые стихи наши». То есть здесь сразу же проявляется вот эта установка на эпатаж. Сборник был отпечатан тиражом 300 экземпляров, и здесь не было заглавных букв, вообще отсутствовали в целом некоторые буквы, не использовались. И Давид Бурлюк избрал очень интересный способ продвижения этого сборника. Дело в том, что в Санкт-Петербурге центром богемы Серебряного века была башня Вячеслава Иванова. И однажды футуристы пробрались на собрание в эту башню, и пока постоянные члены башни были заняты обсуждениями, они подсунули в карманы вот эти сборники «Садок судей». Но мы понимаем, что ничего хорошего обычно в карманы не подкидывают, то есть это был такой ход, и действительно о «Садке судей» стали говорить. Брюсов скажет впоследствии, что «Садок судей» был переполнен мальчишескими выходками. Ко второму сборнику «Садка судей» можно, пожалуйста, следующий слайд. Присоединятся такие известные художники-авангардисты, как Наталья Сергеевна Гончарова, как Михаил Ларионов. И вот посмотрите, здесь с одной стороны продолжается традиция, это уже 1913 год, сборник тоже отпечатан на обоях. Слева мы видим «Садок судей». А что мы видим справа? Справа мы видим журнал «Мир искусства», который выпускался художником Бенуа. И посмотрите, провокационный «Садок судей», в котором оскорбляются вот эти самые судьи, будущие читатели, будущие критики. И такой ориентированный на прошлое, очень изысканный, очень нежный журнал «Мир искусства». Вот здесь подобраны обои, которые, конечно, вызывают эту ассоциацию. Мы вспоминаем также и сборник «Пощечину по общественному вкусу», манифест футуризма, который создавался в формате такого мозгового штурма. Но, посмотрите, очень важно отметить, что ядром объединения Гилея были, естественно, Давид Давидович Бурлюк как основатель, был Владимир Владимирович Маяковский как самый популярный по сей день представитель кубофутуризма, а также Василий Васильевич Каменский. Повторю еще раз: Давид Давидович, Владимир Владимирович, Василий Васильевич. И Давид Бурлюк, естественно, решил, что это показатель гениальности. Вот такое интересное совпадение имен и отчеств. Что еще делал Давид Бурлюк для популяризации футуризма? Проводил открытые лекции, причем открытые лекции эти были достаточно, вход на эти открытые лекции был достаточно дорогим. Как правило, лекции оканчивались скандалом, и вот этот скандал как раз служил популяризации футуристов. Использовал Давид Бурлюк также футуристический грим. Вот если вернуться к первому слайду, можно посмотреть, как этот футуристический грим выглядел. Давайте вернемся. Почему этот грим важен? Потому что, с одной стороны, это то самое творческое поведение, часть творческого поведения, часть творческого образа, а с другой стороны, футуризм ведь во многом развивался именно через провинциальные выступления, через провинциальные лекции. Представьте себе, футуристы прибывают в небольшой провинциальный городок, ходят разрисованными в ярких одеждах. Но вот здесь одежда не яркая, но посмотрите, вот этот асимметричный жилет. В петличке может быть редиска или может быть деревянная ложка. И
Вот это шествование, оно, конечно, привлекало к себе внимание публики, зачастую привлекало еще внимание полиции, что тоже работало на репутацию футуристов. Вот здесь, кстати, на этой фотографии можно обратить внимание на то, что Давид Давидович Бурлюк стоит боком. Почему он стоит боком? Дело в том, что в тени у него глаз, который пострадал во время драки с братом еще в детстве, и с тех пор у Давида Бурлюка был стеклянный протез, который, если верить байкам, он в минуты каких-то горячих споров доставал и буквально угрожал, замахивался этим глазом. И Давид Бурлюк действительно стал такой центральной фигурой русского футуризма. Не случайно Александр Блок называл всех футуристов бурлюки, бурлюки с маленькой буквы. Ну и почему мы говорим о Давиде Бурлюке в контексте Урала? Я думаю, что все мы знаем, что в творчестве Бурлюка был условный башкирский период. Почему условный? Потому что к моменту его приезда существовала Уфимская губерния. Как он оказался здесь? У Давида Бурлюка была жена, которую звали Мария Еленевская, сам он ее называл Марусей, и родители Марии Еленевской и родители Давида Бурлюка с 1899 года очень тесно общались. И в конце весны, начале лета 1915 года Бурлюк с женой, с детьми, с матерью прибыл на станцию Иглино. Почему? Вот здесь исследователи называют две причины. Одни склоняются к тому, что он уклонялся от призыва. Но вряд ли Давид Давидович Бурлюк был годен, хотя бы потому, что у него был только один глаз. А вторая причина, по мнению уфимского краеведа Янина Свице, заключалась в том, что в 1915 году умер отец Бурлюка, и Давиду Бурлюку нужно было думать, как содержать семью, в том числе мать, и поэтому он прибывает в Иглину в качестве агента по заготовке сена для армии. К весне 1917 года Давид Бурлюк перебирается в Буздяк. Но вот за эти неполные 3 года Давид Бурлюк достаточно часто выезжал. Он уезжал в Уфу, конечно, потому что она была не так далеко. Он выезжал в Москву, в Петроград на выставке, стал активным членом Уфимского художественного кружка и успел выставить свои работы на 3 выставках Уфимского художественного кружка. Назову эти выставки. Первая выставка прошла 21 октября 1916 года, и в ней участвовали также работы Айвазовского, Шишкина, Васнецова, Верещагина. И здесь прозорливый Бурлюк выставляет свои наиболее реалистичные полотна. А вот более авангардные отправляют на выставку бубнового валета. Мы как раз упоминали уже с вами Наталью Гончарову, Михаила Ларионова, которые иллюстрировали 2-й сборник «Садок судей». И в выставке «Бубновый валет» они принимают участие вместе. Вторая выставка прошла 25 марта 1917 года. Здесь выставлено 32 произведения Бурлюка уже разных периодов творчества, разных настроений. Между этими выставками была организована персональная выставка в Самаре. И, судя по каталогу, там участвовало 139 работ самого Давида Давидовича, и еще было выставлено 11 работ его матери, Людмилы Иосифовны Михневич. И 8 октября 1917 года состоялась 3-я выставка в Уфе. А вот на этом спокойная жизнь в Уфимской губернии постепенно заканчивается, потому что 5 июля 18 года Уфа была захвачена белочехами. В декабре 1918 года она перешла в руки колчаковцев. И Бурлюк стал постепенно покидать Уфимскую губернию. Да? Почему постепенно? Судя по всему, у него уже возникли мысли об эмиграции, но на эмиграцию нужно было еще заработать. И поэтому Бурлюк отправляется в гастроли по Уралу, по Сибири, по Дальнему Востоку и постепенно продвигается в сторону границы. В это время он
почти все свои работы оставляет в Уфимской губернии. Если верить источникам, то около 15 картин он всего берет с собой, и начинается его гастрольное турне. В 1918-1920 годах продолжаются эти гастроли, и в это время Бурлюк и футуристы в целом охватывают провинцию. И, конечно, для провинции это самые яркие события того времени. Вот здесь очень важно сказать о том, что до революции 17 года Урал, к сожалению, был обделен гастролями футуристов, потому что в основном футуристы гастролировали в Центральной России, по Кавказу, и исключение составляют Василий Каменский, который жил недалеко от Перми и, естественно, выезжал с лекциями, и Владимир Гольдшмидт тоже пермяк. Они проводили лекции в Перми, в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле. Гастроли Бурлюка начались в Златоусте. 9 ноября 2018 года он выступил с лекцией и поэзоконцертом. На поэзоконцерте он читал символистов и футуристов, продемонстрировал 15 картин. Далее отправился в Сатку, в Миас, и, конечно, провинциальные газеты просто пестрели отзывами. Например, вот что написано в газете после выступления в Миасе. Чтобы понять, имеется в виду футуризм, искусство футуризма, нужно отряхнуть прах старого мира с ног. Но это был отнюдь не комплимент футуризму, потому что прахом старого мира считалось традиционное искусство, и здесь же шла речь о том, что футуризм – разрушительное движение, о том, что футуризм уничтожает искусство. 7 декабря 2018 года Бурлюк заезжает в Уфу, читает лекцию «Футуризм – единственное искусство современности», а 8 декабря проходит выставка картин. И вот здесь мне бы хотелось вам зачитать программу этой уфимской лекции. Первая часть обозначена как теоретическая, в скобочках «мечом футуризма». И дальше тезисы, которые прозвучат в теоретической части лекции. Наша эпоха – эпоха гибели и возрождения. Вопросы искусства особенно важно решить в эти поворотные дни. Следующий тезис. Искусство – религия, слагаемая двух сил – творящего и воспринимающего. Искусство – венец жизни, оправдание жизни. Следующий тезис. Оно – символ или знак жизни. Последняя жизнь из себя невозможна без проникновения руководящей идеи искусства, созданного ею. Великие люди и жизнь, герои и толпа. Следующий тезис. Необходимо быть хозяином жизни, а не ее работником. Сущность заклятия – назвать, осознать, выявить предмет, значит повелевать им. Следующий тезис. Причина современной мировой катастрофы – разлад между формой и содержанием жизни. Содержание переросло в форму. Неудачи символистов Бальмонта, Блока, Брюсова, удачи Каменского и Маяковского. Посмотрите, в качестве удачных примеров Бурлюк приводит своих соратников. Дальше, следующий пункт в программе – футуризм, новое мироощущение. Футуризм шире понятия искусства. Имеется в виду прежнее искусство, имеется в виду искусство в привычном нам понимании. Вдохновение, звуки сладкие, молитвы. Футуризм – синтез. Свобода творчества. Футуризм – искусство в жизни, живое творящее. Заборная литература, площадная живопись. Дальше звучит декрет вождей футуризма Маяковского, Каменского и Бурлюка, последовательность смены идеализма и реализма, ложноклассицизм и так далее. И дальше практическая часть – поэзоконцерт, где Бурлюк читает свои стихотворения, стихотворения других футуристов и стихотворения также символистов. После Уфы Бурлюк отправляется в Екатеринбург, и сохранились тоже отзывы того времени, например, публикация в газете. Отец футуризма Давид Бурлюк выступает в костюме толпы, обыкновенном черном сюртуке. Лицо скромно подкрашено, и только пестрая, как персидский ковер, жилетка. Вот здесь мы тоже видим пеструю, как персидский ковер, жилетку.
Да приколотый к сюртуку фантастический бумажный зверек поднимают его над общественностью. Главарь сибирских футуристов Веленский и того скромнее в избитом Френче. И после поездки в Екатеринбург Бурлюк делает месячный перерыв, судя по всему, для того, чтобы перевести семью из Уфимской губернии в Челябинск. Кроме того, к Бурлюку присоединяются другие гастролеры, но нужно сказать о том, что это непривычные ему и прославившие футуристов Каменский и Маяковский, это провинциальные футуристы. Так, в Златоусте, например, присоединяются Самарин и Бородин. Кроме того, в Златоусте выступает Четверяков, который очень активно критикует выступления Бурлюка, и Бурлюк понимает, что Четверяков по темпераменту сам является футуристом, и он тоже примыкает к его гастролям. Дальше следуют поездки в Троицк, в Челябинск, в Курган. И с одной стороны, после каждого выступления Бурлюка выходят разгромные статьи, а с другой стороны, Бурлюку действительно удается хорошо заработать. Так, на сборе только с одного вечера он выпускает второе издание своей книги стихов «Лысеющий хвост». Еще одно интересное событие. Я уже говорила о том, что в Омске, нет, не успела сказать, да, в Омске к Бурлюку примыкает Антон Сорокин, и очень извещение, которое он заявляет, конечно же, существовало в туризме. Мария прерывается снова. Там... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, секундочку. Дайте мне, пожалуйста, секундочку. Так, очень интересно. Все работает? Сейчас слышно, да, до этого. Да. Да, потому что я подключила специально, подключила сейчас через провод, чтобы, если что, Wi-Fi не подвел. Так, снова зависло. И так, давайте попробуем без провода, через Wi-Fi. Так, сейчас все хорошо? Вроде да. Да, Шамиль, пожалуйста, давайте знать, когда я буду пропадать. Так. Надеюсь, что дальше все будет в порядке. Давид Бурлюк отправляет Антону Сорокину извещение о том, что он принят в ряды футуристов, и вот как это извещение звучит. «Я, Давид Бурлюк, отец российского футуризма, властью, данной мне вождями нового искусства, присоединяю вас, Антон Сорокин, в Всероссийскую Федерацию футуристов. Приказываем отныне именоваться в титулах своих великим художником, а не только писателем, и извещаем, что отныне ваше имя вписано и будет упоминаться в обращениях наших к народу в следующем порядке. Давид Бурлюк, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Игорь Северянин и Антон Сорокин. Подписали отец российского футуризма, действительный член-учредитель общества «Бубновый валет», член президиума Московских художественных организаций Давид Бурлюк, скрепил Евгений Спасский. То есть даже этот документ написан совершенно в духе футуризма. Ну и чтобы завершить разговор о Давиде Бурлюке, я думаю, что стоит прочесть что-то из его литературного творчества, просто чтобы понимать, каким оно было. С картинами Бурлюка мы благодаря Нестеровскому музею с вами хорошо знакомы, а с литературным творчеством не очень. «Плати, покинем навсегда уюты сладострастия, прокисшие огни погаснут ряби век, носители участия. Всем этим имя человек. Пускай судьба лишь горькая издевка, душа кабак, а небо рвань, поэзия истрепанная девка, а красота кощунственная дрянь». Совершенно в духе футуризма написанное стихотворение и, естественно, с установкой на скандал
и на эпатаж. Следующая фигура, о которой мы хотим поговорить, это Василий Каменский. Он тоже входит в круг гениев, потому что он Василий Васильевич, и потому что он примыкает к Бурлюку. Пожалуйста, Шамиль, следующая человеческая фотография. Это будет Василий Каменский. Так, ой, а Василий Каменский? Василий Каменский. Вот он, Василий Каменский, хорошо. Порядок изменился, да? Так, замечательно. Вообще нужно сказать, что Василий Каменский стал для футуристов таким своеобразным пропуском в большие лекционные залы. Почему? Потому что Василий Каменский мало того, что был футуристом, он был еще и авиатором. А авиаторы тогда были чуть ли не небожителями. Их было мало, это была новая профессия очень интересная. Кроме того, посмотрите, развивались авиация и футуризм практически параллельно. Они возникли почти одновременно. И вот эта идея футуризма об объединении прогресса и искусства, она, конечно, иллюстрировалась просто самим существованием такого человека, как Василий Васильевич Каменский. Очень интересная у него биография, начиная с того, что он родился на пароходе между Пермью и Сарапулом. Сарапул – прекрасный старый город, в котором жила, например, Надежда Дурова, знаменитая кавалерист-девица. Василий Каменский рано остался без родителей, жил в семье тетки, а вот дядей был как раз управляющий речным пароходством, поэтому корабли Василия Каменского окружали постоянно. Он рано начал зарабатывать, сменил множество профессий, вспоминает, что работал кучером на похоронах, и когда уставал, спал в гробу, увлекся театральной деятельностью и примкнул к труппе Мейерхольда. И именно Мейерхольд сказал Каменскому о том, что ему нужно заниматься литературным творчеством. Почему? Дело в том, что однажды Каменский вместо монолога, который он должен был заучить, зачитал свой собственный монолог. Исходный вариант ему показался недостаточно удачным, и Мейерхольд восхитился литературным дарованием Василия Каменского. Но в поэзию Каменский придет не сразу. Для начала ему нужно познакомиться с Давидом Бурлюком. Каменский учился на агронома и оказался заместителем редактора журнала «Весна». А вот в журнале «Весна» публиковались его современники. И именно благодаря этому журналу Каменский знакомится с Бурлюком, очень близко сходятся, наверное, в кругу футуристов они были максимально близкими друг другу людьми. И Каменский считает Бурлюка и своим наставником, и своим учителем, начинает участвовать в выставочной деятельности с 1909 года, а в 2011 году увлекается авиацией, уезжает в том числе и в Европу, чтобы учиться авиации, начинает выступать с показательными выступлениями. И в 1912 году в Польше его самолет падает во время выступления и падает в болото. Василий Каменский оказывается в больнице, но поскольку журналисты хотели успеть опубликовать свежие новости быстрее всех, то в газетах прежде времени появляются некрологи. И Каменский вспоминает о том времени. В статьях меня возносили до гениальности, явно рассчитывая, что я не воскресну. В конце некролога печаталось, что во время моего падения в публике случилось 25 дамских обмороков. Щепки от разбитого аэроплана публика растащила на память. Мотор цел. Вот это падение не отбило желание у Каменского заниматься авиацией, но прославило его. И диплом авиатора стал для футуристов ключом к большим залам. Здесь Каменский выступает и читает в такой очень темпераментной манере свои стихотворения, например, о Стеньке Разине. Он выступает в футуристическом гриме. Вот на следующей фотографии можно посмотреть. Не нашла, к сожалению, в хорошем качестве фотографию с таким самым популярным его гримом, с изображением аэроплана на лбу, который ему рисовал Маяковский.
Каменский очень громко свистит во время скандалов на выступлении, и это прием, который потом позаимствует у него Сергей Есенин, вот этот знаменитый есенинский свист. И, конечно, Каменский очень интересен как, наверное, один из создателей визуальной поэзии. Можно посмотреть следующий слайд. Вот посмотрите, одна из книг Василия Каменского называется «Танго с коровами». Вот такой интересной пятиугольной формы. Также напечатана на обоях. При этом нет двух одинаковых экземпляров книги, потому что где-то обои разные, где-то обои одни, но разные фрагменты, и коллекционеры зачастую охотились за несколькими экземплярами, потому что разные экземпляры отличались. Вот здесь мы уже видим начало визуальной поэзии. Посмотрите, игра со шрифтом. Здесь у нас крупные буквы, мелкие буквы, разное начертание, интересное расположение в строке. Это так называемая визуальная поэзия. Можно показать еще странички? Да, замечательно. А вот это то, что Василий Каменский называл железобетонными поэмами. Вот непонятная совершенно шарада. Если всмотреться, непонятно, с какого фрагмента нужно читать, но в зависимости от того, как мы читаем, на пересечении фрагментов, на пересечении соседствующих слов рождаются дополнительные ассоциации, рождаются дополнительные смыслы. И литературоведы часто сравнивают вот эти железобетонные поэмы с кроссвордами, которые предстоит разгадать. Мы говорим о Василии Каменском в контексте Урала, потому что большую часть своей жизни он провел недалеко от Перми. У него был дом в селе, которое он называл Каменка. После Каменки, которую у него отобрали, он переделал дом в селе Троица и сделал его визуально похожим на корабль. Конечно, Василий Каменский – это человек удивительной судьбы, потому что даже в конце жизни, когда он лишился двух ног от гангрены, он продолжал выступать, сидя в инвалидном кресле. И, наконец, перейдем к самому популярному представителю группы Гилея, к Владимиру Владимировичу Маяковскому. Можно, пожалуйста, его фотографию? Так, да, замечательно. Владимир Маяковский. И его связь с Уралом, конечно, весьма и весьма опосредована. В первую очередь хочется сказать об одной из возлюбленных Владимира Владимировича Маяковского и о матери его дочери Елизавете Петровне Зиберт. Елизавета Петровна Зиберт родилась в Давлеканове в 1904 году, и происходит она из семьи Зибертов, да, мы видим, у нее немецкая фамилия. Дело в том, что семьи Зибертов и Норфилдов были приглашены из Германии Екатерины II для освоения новых земель. И отец Елизаветы, Петр Генрих Зиберт, занимался производством и заготовлением зерна. В начале 20-х годов в Давлеканово насчитывалось 1300 немцев-меннонитов, то есть в Уфимской губернии это был такой центр скопления немцев-меннонитов. Кто такие меннониты? Меннонитство – это одна из ветвей протестанства, достаточно строгая, меннониты не берут оружие, меннониты очень строго, и, кстати, по этой причине они были освобождены от военной службы, меннониты очень строго воспитывают детей. И в Давлеканове в то время была немецкая меннонитская школа, и, кроме того, было центральное меннонитское училище, которое готовило учителей для меннонитских школ. Всего у Зибертов было 9 детей, все они получили хорошее образование, и, например, Елизавета Зиберт знала 4 языка, кроме русского она знала английский, немецкий, французский. И ее дочь Патриция Томпсон, которая
к концу жизни будет представляться Еленой Владимировной Маяковской, вспоминала, что мать переводила стихи Райнера Мария Рильке и переводила стихи Гёте. И именно это увлечение языками привело Елизавету Петровну в США, где она и познакомилась с Владимиром Владимировичем Маяковским. Дело в том, что еще во время жизни в Уфимской губернии она в Уфе работала переводчицей в американской гуманитарной организации, и там познакомилась со своим будущим мужем Джорджем Джонсом, с которым уехала в США. К 1924 году уже вся семья Зибертов покинула Россию. Так, например, отец Елизаветы, Петр Генрих, перебрался в Канаду и пытался там заниматься фермерством, но не особенно успешно, и зачастую семья жила на те деньги, которые из США им присылала Елизавета Петровна Гиберт или Элли Джонс, как она называла себя уже в США. Я думаю, что стоит чуть-чуть сказать об истории знакомства Владимира Маяковского с Элли Джонс. Владимир Маяковский был в США по приглашению Давида Бурлюка и провел там 3 месяца. Но Маяковский не знал английского языка, при себе носил записку, в которой извинялся за то, что не подает руки. Мы знаем о страхе Маяковского заразиться, он не подавал руки при пожатии, и вот эта фраза была написана на английском. И Элли Джонс выступает переводчицей Маяковского, и в течение 3 месяцев они поддерживают отношения. Дочь Елена Владимировна Маяковская уверяет, что Елена Владимировна Маяковская, или она же Патриция Томпсон, уверяет, что она узнала о том, кто ее отец, в 9 лет. Но ее мать и ее отчим очень просили не разглашать эту тайну до их смерти. И уже последние годы жизни Патриция Томпсон посвящает поиску своих корней, посвящает работе над семейной историей. Она несколько раз посещает Москву, она посещает Грузию, она в том числе посещает и Давлеканово. И семейный архив Патриции Томпсон, она же Елена Владимировна Маяковская, как она себя называет в последние годы, насчитывает 30 томов. Ну а вторая часть истории взаимоотношений, да, кстати, можно посмотреть на фотографию Елизаветы Зиберт. Вот так она выглядела. И вторая часть взаимоотношений Маяковского с Уралом касается уже его гастролей. В отличие от Бурлюка, в отличие от Каменского, Маяковский посещает Урал уже после увлечения футуризмом. К тому моменту футуризм уже сходит на нет. Он посещает Урал в 1928 году. Итак, в январе 1928 года Маяковский приезжает в Свердловск, приезжает в Пермь. В Свердловске он проводит с 26 по 30 января 1928 года. И здесь важно отметить, что он пребывает с мандатом наркома просвещения Анатолия Луначарского. Зачитаю текст. Товарищи, поэт Владимир Владимирович Маяковский направляется в города СССР с чтением своей октябрьской поэмы «Хорошо». Считаю эту поэму, имеющей большое художественное и общественное значение, прошу оказать товарищу Маяковскому полное содействие в устройстве его публичных выступлений. И можно, пожалуйста, следующую фотографию? Вот с выступления Маяковского в Свердловске осталась такая фотография. Она интересна тем, что она отретуширована, потому что на стене висели фотографии Бухарина и Рыкова. И со временем эти фотографии просто удалили. Маяковский, пребывая в Свердловске, очень интересовался последними днями царской семьи и в том числе посетил могилу царя. И под впечатлением он написал стихотворение «Екатеринбург-Свердловск», которое мы сейчас частично процитируем. Посмотрите, как интересно. Был он там, судя по всему, написал он это стихотворение в промежуток с 26 по 28
28 января, потому что 26 только прибыл, а 29 января оно уже было опубликовано в газете «Уральский рабочий». А вот как оно начинается. Из снегового, слепящего лоска, из перепутанных сучьев и хвои встает внезапно домами Свердловска новый город, работник и воин. Под Екатеринбургом рыли каратики, вгрызались в мерзлые породы и руды, чтобы на грудях коронованной Катьки переливались изумруды. Уж то лен в боках корпеля, пока Октябрь из шахт на улице ринул и разослала Октябрьская ломка к чертям орлов Екатерины и к Богу Екатерины, потомка. Стихотворение достаточно длинное, зачитаю концовку. Просыпали в ночь, расчернея могилы, звезды табачишка из неба кисета, и груздью тапок дышат тагилы, до трубки заводов курят в Исете. У этого города нету традиций, бульвара, дворца, фонтана и неги. У нас на глазах городище родится. Из воли Урала, труда и энергии. Вот такое стихотворение написано по следам от гастролей в Свердловске. И дальше Владимир Маяковский отправляется в Пермь, где он находится с 31 января по 2 февраля 28 года. И здесь вспоминают, что под выступлением Маяковского отдали самый большой зал в городе на тот момент. Зал вмещал 350 человек, но пришло в 2 раза больше, все не уместились. И еще одна такая посмертная уже связь Маяковского с Уралом. Дело в том, что Лиля Брик в 30-е годы будет жить в Свердловске. Уже после развода с Осипом Бриком она приедет сюда со своим следующим мужем, с Виталием Примаком. А во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, в эвакуации уже и она со следующим мужем, и Осип Брик со следующей женой окажутся в городе Молотове. Молотовым тогда назывался Пермь. И, наконец, перейдем к следующей группе и, наверное, только к одному ее представителю сегодня. Да, здесь у нас должен быть где-то Борис Пастернак и Руконок. Замечательно. Борис Пастернак входил в группу «Центрифуга». И, конечно, многие очень удивляются, когда слышат рядом фамилию Пастернака и название такого направления, как футуризм. Дело в том, что Пастернак – это человек, который постоянно отказывался от того, что ему легко дается. Он был очень серьезно увлечен музыкой, он занимался у композитора Скрябина, но, обнаружив, что у него нет абсолютного слуха, он отказался от карьеры музыканта. То же самое происходит с карьерой философа. Пастернак был учеником в Марбурге у профессора Германа Когена, последователя Канта, но от философии он отказывается. И когда Пастернак принимает решение о том, чтобы серьезно заниматься литературным творчеством, он, наверное, опасается остаться неизвестным. И он примыкает к футуристам, потому что футуризм на тот момент – это одно из самых упоминаемых течений. Пастернак знакомится с Сергеем Бобровым, который в роли Бориса Пастернака сыграет, наверное, ту же роль, что Давид Бурлюк в жизни Владимира Маяковского. И известно, что при первой встрече Пастернак прочтет Боброву свое стихотворение «Февраль», «Достать чернил и плакать». Но мы знаем, что Пастернак читал его в 1911 году, а во всех сборниках это стихотворение датируется 1912 годом. Не совсем понятно, как это объяснить, потому что Пастернак, да, он периодически уничтожал архивы, он сжигал те произведения, которые считал неудачными. Но почему он ставит более позднюю дату? Ведь, казалось бы, для творческой репутации намного надежнее прикрыться более ранней датой. Но, тем не менее, вот это стихотворение одно из немногих ранних, которое Пастернак
включит в свое избранное. Зачитаю стихотворение и поговорим, причем здесь все-таки футуризм. Хотя уверена, что текст вы и так знаете. Февраль. Достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит. Достать пролетку за 6 гривен, через благовест, через клик колес, перенестись туда, где ливень еще черней, чернил, еще шумней, чернил из слез, где, как обугленные груши, с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно очей. Под ней проталины чернеют, и ветер криками изрыт, и чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд. Вот посмотрите, это стихотворение, конечно, не похоже на стихотворение футуристов. Там нет провокации, там нет этого вызова традиции. Да и в конце концов и рифмы, и ритм, все здесь есть. Но если мы попытаемся понять это стихотворение, проследить логику, то нам будет это сделать достаточно сложно. Мы ищем связи между фразами, а ее как будто нет. Посмотрите, здесь создается такая своеобразная рамка. Первые 2 строчки. Февраль, достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд. Писать. Тема творчества. Последние 2 строчки. И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд. Звучит тема творчества. А вот посередине мы видим описание пейзажа. И пейзажа такого уже весеннего. Видимо, складываются плюс 2 недели к нашему февралю по старому стилю. Но где-то мы понимаем, что логика изложения нарушена. Например, 3-я строфа, где, как обугленные груши с деревьев тысячи грачей, сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно очей. А дальше под ней проталины чернеют. Под чем чернеют проталины, не совсем понятно. Под сухой грустью на дне очей. Очень сложно это представить. И стихотворение расшифровывается только тогда, когда мы понимаем, что здесь совмещены 2 реальности. Знаете, как были такие календарики, линейки, которые можно было повернуть под одним углом. Получалось одно изображение, под другим другое. Да? Это было 2 совмещенных картинки. Вот здесь такая же ситуация. Если мы представим, что лирический субъект, творец, пишет стихотворение, и при этом, допустим, его стол стоит у окна, и краем глаза он видит то, что происходит за окном, и в его сознании вот эти 2 картины смещаются, творческий акт и пейзаж, у нас как раз стихотворение становится вполне читаемым и вполне понятным. И это, конечно, то, что свойственно футуризму. Вспоминаем, футуризм стремится передать динамику. Вспоминаем, допустим, в итальянской традиции картина знаменитая Джакомо Баллы «Динамизм собаки на поводке», где у одной собаки нарисовано 40 ножек. Почему? Потому что есть задача передать движение собаки, не используя множество кадров. И вот это множество кадров, как будто бы кадры накладываются один на другой. Здесь то же самое, совмещение реальностей. Плюс, конечно, обилие согласных, то, что тоже роднит Пастернака с футуристами. Вспоминаем, что Крученых писал горловые симфонии, у него были произведения, написанные без единого гласного звука, только с согласными. Так вот, в ранний период творчества Пастернак все-таки причисляет себя к футуристам, хотя после того, как он услышал стихотворение Маяковского в авторском исполнении, он признается, что понял, что является полной бездарностью, и дальше звучит такая фраза: «Был бы постарше, бросил бы писать стихи». Вот здесь нам, конечно, нужно поблагодарить Бориса Пастернака за то, что он считал себя в 20 с чем-то лет достаточно старым для того, чтобы бросать писать стихи. И посмотрите, ранний период творчества, увлечение футуризмом, уже выходит сборник Пастернака «Близнец в тучах»,
Этот сборник, кстати, который вышел во многом благодаря Сергею Боброву, как раз основателю центрифуги. И в это время Пастернак приезжает в Пермский край в 1916 году, то есть уже имея выпущенный сборник. Почему Пастернак оказывается здесь? Принято считать, что Борис Пастернак избрал альтернативную службу, как бы мы сказали сейчас. Но важно помнить о том, что Борис Пастернак в детстве серьезно упал с лошади, и с тех пор у него сохранилась хромота. И эта хромота его уже спасала от военной службы. Поэтому, с одной стороны, конечно, в письмах Пастернака звучит вот этот мотив, что с помощью поездки в Пермский край в качестве управляющего перепиской он защищает себя от службы. С другой стороны, наверное, будет не лишним сказать о том, что Пастернак в это время опять пересматривает свою жизнь, опять думает, чем же ему заниматься дальше. Он уже отказался от философии, он уже отказался от музыки, он выбрал литературу, но понимает, что, возможно, футуристическое направление – это не совсем его направление. И поэтому поездка в Пермский край, определенная изоляция, конечно, помогает ему осмыслить свой собственный опыт и пересмотреть свое будущее. Пастернак приезжает в село Всеволода-Вильва, добирается из Москвы поездом за 4 дня. Почему он оказывается именно там? Дело в том, что во Всеволодово-Вильве было химическое производство Саввы Морозова, и, например, Сбарский, управляющий химическим заводом, на котором будет служить Пастернак, да, он будет вести переписку, он будет работать с документами, изобрел хлороформ. Хлороформ – это то, что очень нужно во время войны, потому что операции проводятся под хлороформом. То есть этот химический завод работает в интересах Родины, и те, кто на нем трудится, освобождены от военной службы. Пастернак прожил во Всеволодово-Вильве 7 месяцев, очень подружился с женой управляющего, с Фанни Сбарской. Им часто приписывают роман, но мы здесь не будем останавливаться. И, конечно, вот эти 7 месяцев остались Пастернаком навсегда, потому что следы Урала, следы уральского пермского периода мы видим и в романе «Доктор Живаго». Например, вымышленный город Юрятин, конечно, списан с Перми, очень много деталей, которые выдают в городе Пермь. Или главная героиня Лара, которая имеет нескольких прототипов, в том числе имеет и черты Фанни Сбарской, супруги управляющего завода. И знаковое стихотворение Бориса Пастернака, написанное под впечатлением от пребывания в Пермском крае «Урал впервые». Оно войдет в следующий сборник Бориса Леонидовича Пастернака, в сборник «Поверх барьеров». Без рода вспомогательницы во мраке, без памяти, на ночь натыкаясь руками, Урала, твердыня орала и, падая замертво, в мучениях ослепшее утро рожало. Гремя опрокидывались нечаянно задетые громады и бронзы массивов каких-то, пыхтел пассажирский, и где-то от этого шарахаясь падали призраки пихты. Коптивший рассвет был снотворным, не иначе. Он им был подсыпан заводом и гором, лесным печником, злоязычным Горынычем, как копий попутчику, опытным вором. Очнулись в огне. С горизонта пунцового на лыжах спускались к лесам азиатцы, лизали подошвы, и соснам подсовывали короны и звали на царство венчаться. И сосны, повстав и храня иерархию мохнатых монархов, вступали на устланный наста оранжевым бархатом покров и скамки и сосали.
Посмотрите, коптивший рассвет был снотворным, не иначе. Вот здесь мне все-таки видится отсылка к производству хлороформа, потому что рядом упоминается завод. Ну и само по себе название «Урал» впервые. Естественно, это впечатление от первого видения Урала, от первой встречи с Уралом. Я думаю, что на этом мы с вами можем основную часть нашей лекции завершать. Да, у нас есть футуристы, связанные с Уралом, о которых мы не поговорили, допустим, Гольдшмидт — это футурист и актер, но эта фигура не столь известная в футуристическом мире. И очень важно еще раз обратить внимание на то, что большая часть футуристов происходила из провинции. И именно поэтому у футуристов была такая потребность в заявлении о себе, именно поэтому футуристы громко о себе кричали, именно поэтому футуристы раскрашивали лица, потому что, конечно, у тех, кто просто по праву рождения вращался в околосимволистских кругах, такой необходимости не было. И важно сказать о том, что вот это соприкосновение футуристов с Уралами это очень важный пазл футуристической мозаики, потому что во многом, повторю еще раз, футуристическое искусство продвигалось именно через малые города, именно через удаленные от центра области и территории. Я благодарю вас за лекцию. Подумайте, пожалуйста, есть ли у вас ко мне какие-то вопросы. Да, конечно, конечно. Вопрос можно задать, Руслан. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Еще раз. Руслан. Это Я вы. хотел задать вопрос по поводу пребывания Маяковского в Свердловске. Вот вы сказали, Мария, что он побывал на могиле царя, но ведь могилы тогда не было, ну, то есть останки найдены. Вот мне интересно было, на какой могиле же побывал Маяковский. Да, я здесь сужу по записям самого Маяковского. Маяковский говорит о том, что ему ее помогли найти, и это очень неприметное место, и никогда бы он не догадался, что это могила. То есть здесь я опираюсь на воспоминания самого Маяковского. К сожалению, документальных свидетельств, где именно он был, вот какой-то точки на карте у меня нет. Но спасибо за вопрос. Я думаю, что если хорошо поискать, может быть, что-то и найдется. Спасибо. Так, есть ли еще вопросы? Ну, видимо, нет. Видимо, нет. Да. Что ж, тогда мы закругляемся. Вот, Мария, спасибо, было очень интересно. Наша следующая лекция будет 1, да, если я не ошибаюсь? Да, 1 декабря. 1 декабря это будет лекция про литературу 30-х годов в Башкортостане. Вот. Так что, если интересно, то ждем 1 числа также на лекции. Информация о ней появится у нас в соцсетях. Вот, будем ждать. И, наверное, тоже будет в онлайн-формате. Вот, но об этом попозже. Вот, спасибо большое. Всего доброго, всего самого хорошего. Вот, тогда до скорых встреч. Да, спасибо и до встречи. Всего доброго. До свидания. До свидания.